Здорово, народ. Ну чё, все присутствуют. Тири-тири-тири. Верхняя такая. Звук есть, нет? Проверка звука. Здорово, народ, звук есть, нет? Связь как? Прием как? Пишите, пожалуйста. У нас тут ставится, нет, интересно. Сообщение в виде сообщений. Комментируйте, пожалуйста. Есть у кого звук. Славно. Здорово, Сергей. Мой неоднократный участник всех розыгрышей. Надо сказать. Итак, ребята, только что закончил. Решил чуть пораньше. А сколько сейчас времени-то? Так, ну, сегодня день нелегкий. Надо это говорить. Вот, немножко подустал. Ну, ради идеи, ради затеи придется потерпеть. Надо сказать все. Так. Пятьдесят 53 участника. Некоторые раз, некоторые несколько раз. Если посчитать их в общую сумму, перелистать и так далее, тогда еще меньше будет. Так, а так, те господа, которые спонсировали по 500 рублей вышесказанному, никого. Так что их номера нету в этом розыгрыше. Если они сейчас слышат, если они сейчас видят, следующий, через месяц, 20 августа, зафиксируем номер. Все, уже у них есть номера. В смысле, отправят мне номера, тогда у них будет и не только номер, но и билетик по одному. Ну как они уже так и приобрели по одному. Ну, номеров, к сожалению, не отправили, поэтому звал 3 дня, по-моему. Вот, никого. Так, я быстренько тут билетика покручу, то и их у меня немало.
когда крутить, а когда их читать или считать, всегда мало. Вот когда крутить, ну вот тут уже энное время занимает все равно. Так что, уважаемые, у вас есть время задавать вопросы. Можно на любую тему. Мне только что вот звонили коллеги, бывшие, вот, телевизионщики, журналисты. Вот, они где-то тут по ягода приехали издалека, из дальнего района. Ты где, говорят? Где дома? Говорит, передай привет. Ты можешь подъехать к нам и так далее? Не могу. Почему? У меня прямой эфир. Они удивляются, как прямой эфир? Для чего прямой эфир? Где выступаешь в прямом эфире? Спрашивает. В своем канале. Ну, 20-е, что ли, сегодня, да? После эфира позвонишь. И все. Вот так вот. Ой. Так. Такие у нас новости. С утра какой-то день тяжелый такой. Облачно давит что-то. Никакого всплеска. Не солнечно. Никакой радости. Как бы радуги и так далее. Мутно. Какой-то в атмосферной части тяжелый сегодня денек. Но меня радует, я порадую минимум одного, максимум двоих людей. Это меня очень радует. Наконец-то получат 2 ножа. Ну, что сказать по их части. Но про хозяев, если говорить, то нормальные люди. Вот. А если там женщина или мужчина, мужики. Угу. Но имеется в виду, отправляли, может быть, и дамы оплачивали, вернее. А вот хозяевами станут мужики. Ну, посмотрим. Я все номера проверил, перепроверил. Надеюсь, ни одну цифру не вмазал. Все, надеюсь, на месте. А почему? Все и так должно быть на месте. Я уже не первый, как говорится, раз провожу подобные. Так что некий опыт накопился. Вот, и некоторые... Привет, Ростов, который на Дону. И, ну, если говорить вот такие вот розыгрыши, после моих выступлений, скажу честно, люди стали активно не только через YouTube, но и через Instagram, по-моему, стали делать и разыгрывать всякие торты, Oriflame, я не знаю, там. Ну, короче, пошло-поехало у них. Я их всех сердечно поздравляю, ребята. Прогресс не должен стоять на месте. Молодцы. И то же самое можете, не ленитесь, можете делать и вы.
Без проблем. Я не знаю там насчет ножа или вилки. Кто как чем торгует, это уже само собой. Вот. Но хочу заметить, что такие вещи в моей практике начали только мы. Эта компания. Вот. Эта идейка пришла перед Новым годом. Ну, в Новом году, в декабре, годовщину справим. И этот проект уже охватил немало людей, заинтересовал, вернее. И люди, мы начали благотворительности. Вот. И это не заканчивается. Все равно будет каждое 20 число. 20:00. Вот. И после стройки сразу приступим к благотворительности, ребята. Честно говоря, мне было не очень ловко говорить зрителям своим, что эти финансовые средства останутся на строительство и так далее. Мне было очень сложно это говорить. Я человек прямой и простой. Стеснялся очень. До сих пор стесняюсь. Но благодаря вам я уже прикупил некоторые вещи, которые не каждый, можно так сказать, кузнец имеет. Вот. И ну, на днях, в конце или начале этого, ну, следующего месяца все будет уже по полочкам. Будем знать, что за этот такой и так далее. Что-то меня давит, что-то если что-то вам кажется, ну, голова кружится. Да, неважно себя чувствовал, почувствовал резко. Наверное, с того экрана кто-то там магию затеял или что. Через интернетик в прямом эфире. Ну, посмотрим, победить, не победить. Так, время есть и работы много. Так что, ну, мы должны сначала встретиться с молодым человеком, которому в первую очередь помогли. Вот, в этом месяце, по-моему, должны встретиться. Посмотрим, на что пошло наша маленькая такая первая, можно говорить, помощь такая. Какие можно подобрать слова? Волнительная, искренняя такая, первая, невинная, можно помощь такая экстренная, можно так сказать. Помогли. Вот мы должны посмотреть. Должны встретиться. Ну, сейчас он окончил школу. И у него СГ. Да и у вас всех ЭГЭ. И у него, и у нее тоже ЭГЭ, по-моему. Вот. Хотел бы встретиться, поснимать чуток. Ну, время найдем. Выкроем, как говорится. Посмотрим. Так. Вот такие вот у меня новости. Да, еще есть время. Мне только крутить. Можете там чайку попить. Можете соседей позвать у экранов.
телевизора, можете ворота закрыть, коров подоить и так далее. У нас куча времени требует эта закрутка, но самое главное, никто не будет за бортом розыгрыша. Вот поэтому я никому не доверяю. Мог бы доверить это дело, как говорится, второму человеку. То есть самый единственный, возможно, и доверить мог бы. А я человек не такой. Не собственник, а ответственный. Некоторые подумают, что я человек самовлюбленный, собственник и так далее. Но это вы подумали, не я. Так что все под контролем. Если ошибаюсь, если такое будет, ошибаюсь, то ошибаюсь лично только я один. А не из-за кого-то, а не из-за кого-то. Благо, что свет и Wi-Fi не ушел бы. Но если уйдет Wi-Fi, который он так любит, я все равно эфир не выключу, дальше будет записаться. Через минут так 10-7 приходит обратно Wi-Fi. У меня только. Вот так. Так что сразу не уходите, потерпите чуток, потом появится и дальше погнали. Дальше поедем. Вот так. Дальше поедем. Так. Ну. Я пора. Отынгел благий. Так что если есть вопросы, задавайте. Вот, что-то как отвечу. Вот так. Еще есть тут. Новый еще надо покрутить. Повторюсь, если крутить, то много оказывается. А если просто посмотреть, посчитать, всего-то столько-то. Ну вот, напечатай, накрути, вот тогда и скажешь, сколько это. Поэтому придется... Так, хаски идеал. Эй, Бионис. Бионадя тут, кладут. 53 участника. Привет. Я кручу билеты. Ваши билеты. Вот. Чтоб никто за бортом не оказался. Да, есть же такое видео. По-моему, это где-то в районе... Так, марта конце, по-моему, выложено. Хотя маленький такой ролик. Я подробности сам не люблю. Говорят, да, с первых дней как. Давай научи, покажи, что там. Как делается, как делается. Все умеют. Абсолютно. И, между прочим, те, которые уже научились, уже на небо пальцем тыкают, как говорится. Я знаю это, я знаю, или наоборот. Что-то познал, что-то увидел, что-то сделал, у него получился. Вот после этого ничего не знаю, ничего не знаю. Так что смысл в этом. И некоторые думают, что во время изготовления есть какие-то секреты, какие-то нюансы. Да, у каждого есть. Но принцип-то один. Ножик без клинка не может быть. Без рукояти не может быть.
без ножен. То же самое. Вот. Второй вопрос задается так. Если ножик, фиг там, рукоять у него там из бриллианта, ножны из бивня мамонта, самого стрельца, а вот клинок ржавеющий, пружинная сталь или рессорная. Как там не гладь, как там не шкурь, оно больше там дальше не пойдет. Сядет и все. Правильно? Красота — это совсем другой разговор. Я тут не спорю. Да, красивый, да, видно, да, издалека, да, хороший. Но этими ножнами, этими рукояти ты не режешь. Вон и султан. В ноже самое главное — клинок. Если у ножа плохой клинок, но, как говорится, отличные рукояти и ножны, все отличное, суперское, дорогое, а-ля тополя, то это ножик красивый. А если простенький такой, незаметный, ну, сам клинок смерь, все затмевает, никаких вопросов, смерть, режет и режет, но никак не садится, режет и режет, или охотно восстанавливается, охотно, это совсем другой вариант. Ой-ой-ой. Тут важна каждая деталь и каждый момент, можно так и сказать. Каждый этап важен. Но я склоняюсь в основном к клинку. Режу кромкой. Но если у тебя клинок, который ого-го, он хороший ножик или так себе, ты баллар нет. Ты дивит, оно мне гитаха, махта была то робла худом библа. Уроду. Так ты инча осис исулаха хататинки буддикаен улавить. Ах, ты дивито, он там распаню это доб. Окей. Он буддикаен улавить. Потом я вардана ванара вит. Тимирин намахана. Те. Тен. Туараkan. Туараkan ты пала, туара абала. Хайдра блая. Анда субча. Анда субча химир орам бабака. Башо кебла. Химир халуре туз беям билин лан. Тура нashani орам мистахтарена энда көрүлүү булань. Эвден нашаниктан аврот хахы жачон доктарна чокой көрүлүү булань. Чокой булай. Ханна вары күжжана, ханна вары соғылар тракторын балнайын бүбәп булань. Олейін барда кәннәх кәдістәқ туру тахынаддақ ақылын қылайтақа. Қанырау түйілі бітті әйтшіләқ. Туру көддірі көчіктір. Биллис қалада отарыстылыйын. Оны там нүңі дегенен. Мен мана полун тақта. Кайба дейп айтқа. Атынан järgtен әрепін. Тоқсы әрепін. Чаманан кайба дейпін. Атынан күлдір әрепін. Дей бұлаға бітәбілі. Онда жөзақты оның жолырға. Все. Evet. Maksimum düğün olarak olabilir. Hangi halanlar önce çok ama çama
이중에 이중에 아무렇지는 bilbetin bol ne? Tugure bilagan. Tugure bilbetin. O bilbetin eğer bilbetin de şöyle bir. O bula bastan. Anta hiye var bete gelenya. Anta ne? Kutal rota kudamra. Ada heremi mana bilbede yapın. Tuhta yapın. Onluk bula David. Ama manni bilbede jimdu diyen gönyaxşı kudu bula. Bir tane aga bizim önce o kahma asıl buladı. Yoktan doktor bu. O yeminle o hanargara o bakka toka mesela o kabulünü hayana uzun kayı hayana uyunra kayı cema bada ki burası var himiranlık ki hanadna yemeğine pette tu hanin adgın dolar bunlar şu hanin işte şu hanin şu деньги хадуй здоровья еще настроение üp az kaççı olada ol kaççın yaha tuğ verir bayı dolu veren tuğ hana yani hangan askılan masınalan hanguletlan hanguran kılar ola biter atın sanaları siveheyüşüge hanaları bağa hanalargın sitihini türütteçi onunla kömürheçi üp asıra olur Antenen o bir hantada tutsan üdden hayana bakke. Ben yeminle hanavan baga hanavan tolararın hideriyin. O ontun duhu yargın. Aha ma tolararın yekuduk. Ama tokuydan baga hanana kayıkına demi. Tokuydan. Ne bu bakkayla gıl. Так, я тут специально, ребята, все 12 билетов с того розыгрыша. Тут отдельно, так, раз, два, три, ага, ну почти 12. Отдельно поставлю того розыгрыша. Сейчас все покажу вам, докажу, что именно этот номер победил, и этот номер я заново распечатал. Так, ну вот. Этот точно. Ну вот он. С прошлого раза. Вытащил третий билет. Все 12 он приобрел в прошлом месяце 12 билетов. Вот. И все 12 тут у меня. Напечатал заново. И я, уважаемый Эльдар, я знаю, что ты смотришь. Сейчас покажу. И баночку докажу. Чтоб потом а-ля-тополя. Чтоб такого не было. До этого еще надо дойти. Тут еще надо один. Еще ножницами надо поработать. Еще есть время, ребят. Еще есть. Ножичек раз закрыть. Огород поливать. Время есть что так. На WhatsApp посидеть. Времечко еще есть. Так. А что у меня? Чат не виден. Ого. Появилось. Какой-то перевод. Типите. Роман.
конечно, надо. Роман. Роман. Usaldan gada. Andra kütüttü hicret. Birisi göre ne yaptın? Засев. Ну. Да мы тут немножко по-нашему. На своем. Вот. Так что никто не обижается. Этот язык могучий, великий. Я еще могу и поспорить, почему именно могучий, великий русский язык. Может, они забыли могучий, великий русский мат? Шутка. Казахстанцы присутствуют. Смотрите. Казахстан, Казахстан. Убедились? Показал, номерочек проверил, перепроверил. Только один регион участвует нынче. Казахстан только. И некоторые имена и фамилии. Я не разбираюсь, какой национальности там. Но понятно, где окончание там ян подразумевается армян, да? Или ли, или дзе, это уже Грузия, да? Понятное дело? Ну, тут на сообщении только имя и отчество и начало группы, то есть фамилия, буква фамилии только начальная. Так что неизвестно. Так что, ребята, если я у вас забыл, вот, какой регион, мне не знать. Вот казахстанцы специально вышли, во-первых, на связь. Что-то как выяснили. Вот. Потом только отправили. И не один билетик приобрели. Вот так вот. Терпение, благодетель, ребята. Вы там не просто сидите, а вызывайте всяких своих самых таких. Одевайте обереги. Одевайте там через форточку, халява ловись и так далее. Хорошие ножи идут. Хорошие ножи идут. Отличные ножи. Сейчас, ребята, сейчас. Так. У нас ночью тут +7 вчера. Сегодня теплее, 9 плюс. Днем было 17, 16. Ну, бейте, бейте. Най-най-най-най-най-най-най-най. Так. Выключу. Хотя бы так. Оп. Что-то голова кружится, давление или что. Неважно себя чувствую, ребята. Но все равно до конца доведу эфир. Успокоюсь.
какие-то побочные эффекты. Что-то муть. Понимать бы баночка, а? Знаете его? Что, уже 20:00 20-го? Давно за 20, ё-моё. А чё, всего 20? Угу. 20 участников смотрят, да? Но я все еще кручу билеты. Раньше, ну, никак не мог. Еле-еле. Благо, что приехал. Даст Бог Wi-Fi. Постоит часок. Потом пусть что будет, будет. Главное, чтобы ничто не помешало нашему розыгрышу. Кто узнал певца? Эй, народ. Кто? О. Шевчук Юрий. Уважаю его творчество. Вообще немножко к русскому року я чуть-чуть, могу сказать, ближе отношусь, чем на родной эстраде. Вот, в отличие от родной эстрады. Ну, не знаю, студенческие годы и так далее. Научились. Би-2, Агата Кристи. Было такое время. Называется 90-е. Не знаю, у кого лихие, а у кого просто 90-е. Время было такое. Это настоящая песня, ребят. Не важно голос, не важно звук, а вот какие слова. А сейчас вообще ничего не слушают. Слушают. Я ругаю своих пацанов. Слушают они что? Как один чувак кричит. Вот эта песня у них. Экшенская. И разговаривают они, не говоря ни одного слова. Говорят. Вот такого не разговор. У племяшек моих. Говори мне, давай на родном что-нибудь говори. Не умею. Понимать-то понимают. Скажешь, убью, сразу понимают. Ну вот, с национальным языком не владеют. Последние штрихи, ребята. Что-то терпение. Что, у нас гость, что ли? Нет. Так, ну, в 2006, по-моему, в Питере был на Алых Парусах. На Алых Парусах. Мне очень там понравилось. Впервые был. Кто
кто такой, что такое алые паруса, знают. Те, кто знают, поздравляю. Те, кто не знают, это выпускники на Невском, Санкт-Петербурге. Все встречаются в банкетных платьях и так далее. Атмосфера хорошая, молодежная. Я там заканчивал высшее учебное заведение. Пишет нам письмо. Ну, хороший город Санкт-Петербург. Пишет нам письмо. Так, 19 всего участников. Все подустали, уже ушли. Самые азартные и верные остались. Еще как долго мы будем на крючке играть. Посмотрим. Главное, чтоб никого не забыть. Снежишки на моей груди. Еще раз попрошу от вас прощения, что я раньше не мог их покрутить. Ничего, штук так 6 осталось. Дальше поиграем. Тебя ждем, дорогой. Здорово. Как погода там? Капитан Колесников. Письмо. Ну вот, друзья мои, сейчас покажу я вам, сколько билетов осталось. Их мы сейчас отправим. Маночку. Для начала я вам, извините, пожалуйста, покажу. Ну вот, ребята, вот у меня в руках остальное вот. Все 12 номера. 12. Это победитель третьего билета прошлого лота. Я и вам доказываю, что они тут все присутствуют. Вот. Для этого я специально и показал. Так что один участник 12 билетов у одного. А у вас сколько, ребята, у большинства? По одному, по две. А у этого красавца целых 12. Все я покручу и сейчас
Сейчас начнем, ребята. Поднять бы где. Чтобы банку показать. Я уже некоторые билеты там положил. Ну, хочу сказать слова благодарности, ребята. Несмотря ни на что, несмотря на паводки, имеется в виду Амурскую область, у них там большая беда. Несмотря на конкурсы, несмотря на работу, несмотря на картошку, на дачу, несмотря на соблазнительную брюнетку, которая лежит рядом на пляже, несмотря на тех горах, там еще снег не растаял, ни на что не смотря, подключились на этот канал. И не только подключились, но и приобрели билетики, чтобы выиграть 2 ножа. Вот. 2 ножа. А ножики у нас не просто ножики, а настоящие якутские ножи от компании. Правильно. Так что я вам очень-очень благодарен, ребята, действительно. За всего, можно сказать, там за 5 суток такой эффект. Больше 50 участников. Вполне нормально, ребят. Да, вот. Точно не могу сказать, сколько, количество, число. Только знаю участников, сколько участников. Все. Да, с якутским духом, конечно. Ну, кто сделал-то? Его и дух. Раз, два, три, четыре. Вот. Последние билеты 3-го участника прошлого розыгрыша. У него уже, по-моему, 3 ножа от меня. Аж целых 3. Вот. Месяц назад он позвонил сразу. Мой билет достал. Да, твой билет, оказывается. Обрадовался. Значит, говорит, у меня еще есть шансы. Аж 19 штук. Сейчас узнаем, ребята. Мы хорошенько все потрясем. Хорошенько перемешаем. И спокойно, спокойно крючочком достанем первого победителя и сразу позвоним. Так что, уважаемые соседи, мои дорогие казахстанцы, держим ручки, бубни и так далее. Сейчас начинаем. Кто действительно хочет, тот и получит. Кто действительно желает, тому и пойдет этот ножик. Я когда их ковал, я не знал, кто они. Ну, примерно понятно, кто. Последний билетик. Примерно только. Ну вот, куда? Имя, фамилия. Откуда я могу знать? Не могу. Ну что, баночка видна, да, ребята? Вот ручки. А вот сейчас представляю. Этого ножика представлял 20-го месяц назад. Блин, 22 минуты прошло. Ну ничего, надо было раньше, надо было. Ну ничего. Ребятик. Светло. Прямой спуск. 12. Эльмакс. В бычьем хвосте разыгрывается первый, правильно, лот. Вот он решает вашу судьбу, то есть судьбу ножа, то есть хорошая песенка. Сначала смотрим.
Сначала перемешаем. Тут у нас... Ну, столько, ребята, всего. Смотрите, столько. Ну, паста понятно, томатная. Крутю, верчу. Тебе ножик хочу подарить за 500 рублей или на большую сумму. Ну, сейчас узнаем, кто. Из экрана я должен желательно не вы... Все должно накрыто видно. И таким образом мы достаем первого победителя. Нет, так не считается. Билетик должен садиться прямо. Ну, мужики, вы поняли. Вот. Сейчас покажу. Если он вылезет. Вылезет. Да. Все хотят. Только тебя хотят. Ножик. Видно, нет? Не аж. Будем. Никто не расстраивается. Только начинаем. Благо Wi-Fi. Пускай побудет еще. Но это тот же, один и тот же крючочек. До этого тащил. Надеюсь, сейчас тоже вытащит. Но все равно когда-нибудь точно вытащит. Я тут кручу-верчу. Это никак не считается, ребят. Никто. Смотрите, аж 4 билета хотят. Должен зайти тут. Так не считается. Тут должно войти билетик, чтобы не упасть. И все. Этот уже считается выигрыш. Сейчас я его вытащу. Да, действительно, давай. О! Видите, все видели. Все видят. Вот так должен. О, баночка, ребята. Сейчас покажу. Вот вы еще не поверите. Вот баночка. Вернее, вот поставочка. Закрываю. Вот, стоит. Тем не менее, билетик у нас на экране. Разыгрывается первый лотик, и он уходит на номер... Что, опять, что ли? 0, 6, 3, 5. Совсем другой номер. Ни у кого нет, да? Так, ребята, сейчас узнаем, кто. 60. Ладно, полностью. 915. Правильно? 915, 12, 45. 360. Ну, у меня тут зеркально показывает. Я не знаю. Правильно, надеюсь, у вас показывает экранчик. Ничего не слышу. Нету тут. Молчат.
Больше часа. Так, сейчас узнаем, ребята. Действительно повезло. Приобрел только один билетик. Сейчас позвоним. Так. 12. Так, 45. 3. 60. Хорошая песня. Он еще один из первых приобрел. А не совсем. После объявления. 5 суток тому назад. Примерно. Ну, что за день, а? Как на том лоте? Опять тренировки? Или у нас сегодня суббота, свадьба? Или на охоте уже? Победитель, берите трубу. А нет, сейчас, погоди. По ошибке, ребята, по ошибке. Один номер на 15 я набрал 14 по ошибке. Тоже ошибаюсь. Это плохо, Эдик. Некрасиво. А мы ему дозвонимся? Звонились. Да. Здорово. Алло. Здорово. Здорово. Че, занят? Да нет, не занят. Поздравляю. Серьезно, что ли? Я никогда не шучу. Ну, спасибо. Я вот сейчас вот приехал, трансляцию смотрю. Я думал, это прямой эфир. А это, оказывается, уже трансляция прошла. Нет, сейчас идет прямой эфир. 57 минут уже. Идем прямой эфир. Значит, как-то у меня запаздывает в Беларуси. Ну. Ну как у вас, соседи? Погода как? Погода сегодня жарко. 28 градусов. Первый день. А так весь июль был дождливый. Вот. Сегодня вот 28, жара. Представьтесь, пожалуйста, народ смотрит, волнуется. Александр с Беларуси. Каждый месяц участвовал. Сколько билетов приобрели? Это у меня просто приобретал один билет. Прошлый лот сколько в прошлом? Прошлый лот, по-моему, 2. Ну да, 2. Ну что, дорогой, хороший ножик идет в Белоруссию. Спасибо большое, спасибо. Поздравляю. Спасибо. Оправишь все у меня. Я нож от бурдыки выиграл. Да. Нет, это самое, похвалился. Молодец. Адрес отправишь, хорошо? Да, конечно, я напишу. Давай, до связи. Красавчик. Что же, ребята, давно хотел. Человечек, он знакомый, вот, подписчик и так далее, из Беларуси. Перелот уходит, ребята, в Белоруссию. Надеюсь, он там или где-нибудь здесь, возможно. Так, второй лотик. Больше часа уже болтаю. Знаем, видели, сразу разыграем. Кто хочет. Да, действительно, он давних с первых дней играет, с первых дней участвует, и на канале он. Действительно, да. Да, везет.
Смотрим. Кто наконец... Ух ты, получит этот красавчика. Кто? Давай. Ну, никто. Ну. Ну. Видно, ребята, нет? Нет. Ага. Так. Действительно так она. Ок. Да, мимо. Ок. Кто-то хочет, сильно хочет. Ну, что-то уходит. Да. Хороший будет хозяин, я знаю. Так, видно? Чисто. Ну и чё, Гречок? Вроде нормально, давай, тащи. Тому самого хозяина. Давай. Чё, рвал 34-й? Никто не хочет разве? Быть того не может. Ну это спорный. Сами видите, ребят. Спорный. Так не должно быть. Должен он сразу посадить. Нет. Хорошая песня заканчивается. А у нас второго победителя нет. Шевчук уже говорит, это все. Неужели все? Больше часа нет. Ну, так долго никогда не клевало. Облачную погоду не клюет, оказывается. Поменяли пластинку. Ого. Давай. О, нет, ушел. Опа. Смотрите, ребята. Вот так должен залезть. Понятно? Все, ребята. Вот победитель. Все билеты в баночку убираю. С экрана сразу Жанночка запела. Царство ей небесное. Хорошая была девушка. 24. Последние два номера. Давайте. 8, 9, 24. Последние 4 номера. У кого есть? Долго, да? Ну. Нет, нет. Ну, конечно, естественно. Смотрите, на левом руке держу, на правой руке номер выигрыша, который выиграл в прошлом месяце. Видите?
И если мои глаза не ошибаются, то и в левом руке тот же номер. Ну вот, Ильдар, 4-й ножик уходит тебе. Знаю, ты смотришь или забыл. Поздравляю. Вот что значит. Практически 1/3 банки, 12 штук. Вышел, крутил как долго. Смотрите, полчаса крутил, и он. Только он. Почему? 12 их там штук целых. Вот поэтому. Да, да. Не, почему не пруха? На следующий раз точно повезет. Куда он денется-то? Вон сколько людей играют. Не играют, а приобретают. На благое дело вкладывают. Все равно. Никуда не денется. Или я ошибаюсь? Нет. Нет, я не ошибся. Тот же номер. Алло. Здорово. Здорово. Неужели это вы, Ильдар? Да, это Ильдар с города Мирного. Смотрели ли вы эфирчик? Смотрю, держу свой оберег, от который мне подарили деды мои охотники и рыбаки. Он твой. Я все понял. Спасибо большое за вашу счастливую руку. Ну что, слово сдержал? Сдержал. 12 билетов присутствовали? 12 присутствовали, и 8 я еще приобрел на этот лот. О, еще вообще много. Тогда у вас 20 билетов было. Ну, понятное дело. Ладно, ваш адрес у меня есть. Он недалеко. Вот, так что ждите отправки. Надеюсь, завтра до обеда я вам отправлю. Поздравляю. Хорошо. Как погода там? Снег идет, нет? В Мирном нормальная погода, дождя нету, ветерочек дует, комаров, холодов сдувает, ну, градусов 16-18. Понятно. Я подзабыл, сколько ножей тогда у тебя получается от меня? Ну, Моих. билетов я 12 с того розыгрыша и 8 сейчас. Ножей имеется в виду. Сколько выиграли, покупали? Ножей получается 3, это 4-й. Ну вот, 4-й. Ладно, поздравляю. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, счастливо. Целых 20 билетов на этой баночке. Вот так вот, ребята. Поздравляем человека. 4-й ножик. 4-й ножик. У него и неалокс есть. РВЛ 2 пошел. Уже 2. И, по-моему, еще там... Ну, без Эльмакса никак, по-моему. Еще был, по-моему, Эльмакс. Так что, ребята, еще раз всем спасибо. Во-первых, за доверие, за оперативность. За 5 суток собрали больше 50 участников. Вот. Ну, да, операция прошла запоздалая, надо сказать, всего 5 дней. Тому назад он только проснулся, поэтому мог бы еще пораньше. Ну, никак, ребят. Ну, никак. А так, сегодняшним эфиром я доволен. Чего и вам желаю, ребята. Не расстраивайтесь. Люди всегда участвуют. Когда будет лот? 20 числа, 20 августа. Ну что, 20 так 20 вторник у нас получается. Зачем нам 18, а? 20 лучше, конечно. Во вторник, 20 августа. Правильно? А то уже потом, после 20 августа, начнутся там, где теплее, уже сезон на уток и так далее. Уже пойдут
первые утки и так далее. Так что 20 как раз он. 20 августа у нас, ага. Вот так вот, ребята. Спасибо всем. Вот. Спасибо и мне за то, что все-таки сумел. Вот. Повезет и вам. Если следить, если просто так не все написано тут, пролистать одни и те же номера, постоянно в этом 50 участников всегда участвуют. И они знают, когда выиграть, все равно когда-то им точно повезет. Вот поэтому то же самое доказуемо. Первый лот ушел куда? В Белоруссию. Вот так. А так хорошие ножи. Да и лот розыгрыш, по-моему, удался на ура. Всем спасибо, ребята. Всем удачи, здоровья, хорошо отдохнуть. Вот. Отдыхайте, пока есть, как говорится, лето. Скоро уже первый звоночек, осень, зима и так далее, и так далее. Кашагалы.